Вот так, буквально за несколько секунд Муса Тибоев выиграл полуфинал. Спортсмен, несмотря на небольшой опыт в этом виде спорта, смог одолеть 3 именитых соперников, лучших представителей своих регионов. Впереди Мусу ждал финал, где по традиции соперники бывают самые тяжелые. Муса и в финале показал себя достойно, не хватило немного техники. Серебро – отличный показатель, учитывая, что Тибоев занимается армрестлингом профессионально всего 4 месяца. Готовились мы здесь со своими тренерами, готовились усердно. Чуть-чуть не хватило, конечно, но все же 2-е место мы заняли. Появилась цель идти дальше, стимул к тому, чтобы тренироваться усерднее, занять 1-е места на чемпионате Европы и выйти в мир. Чемпионат России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Орле с 5 по 9 февраля. На соревновании Ингушетию представляли 6 человек. Сборная состояла из новичков. Большинство ребят выступали на уровне России впервые. Тренеры более чем довольны результатами подопечных. Сейчас они как бы почувствовали вот этот вкус победы, выступлений. И остальные ребята тоже достойно хорошо выступили, но не повезло там. Следующий год самое интересное, у них желание есть. И даже вот приехали, на 2-й день, хотя на тренировку пойти, мы им как бы дали месяц отдохнуть. Такие молодцы ребята, все достойные молодцы ребята. Но следующий год, иншаллах, все будет хорошо, другие результаты будут. Занимаются ребята в Магасе, тренировки не пропускают. Каждый хочет совершенствоваться и стать лучше. Муса отдыхать и не думает. Впереди у парня чемпионат Европы. А тренеры напоминают, армрестлинг – спорт не только для физически сильных. Тактика не менее важна. Здесь, как и везде, есть свои тонкости. Смотрите, тут важна скорость, важна правильное плечо, корпус, все должно быть одно целое, да. У них еще завязывают 2-ю руку, да, чтобы он, отлучает эту руку, а тут чисто за корпусом, он должен всей корпусом лечь. У него еще бок хорошо отработан. Давай, Муса, вот так, видите, вот, молодец. С каждым годом копилка медалей по армрестлингу пополняется, а спорт становится популярнее не только среди здоровых, но и у ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Если все пойдет по плану, ингушские армрестлеры смогут выступить уже в составе сборной страны на международных соревнованиях в следующем году. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.